Доброе утро, уважаемые телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24, НВК «Саха», в студии Дарья Анкехова, Руслан Ачиров. И мы желаем вам отличного утра. Сегодня пятница, 13 мая на календаре. Ну и, конечно, мы завершаем эту неделю только самыми хорошими новостями. Ну и, как всегда, позвольте анонсировать, что ждет нас сегодня в течение ближайшего часа. Этот год объявлен Годом матери, и сегодня мы узнаем, какие меры господдержки оказаны будут нашим матерям. Также поговорим о подснежниках, которые рядом с городом Якутском прям насаждают черные жуки. Узнаем, что это, вредители или следствие изменения климата. В Казани открылась интересная выставка модных российских мастеров. Среди них можно увидеть работы и якутской художницы. Что такое бэйби-театр? На какие эксперименты пошел Государственный театр оперы и балета? Поговорим с режиссером-постановщиком о новом течении в оперном искусстве. Ну а вы также будьте с нами, участвуйте в нашем прямом эфире. Не забывайте про наш номер 8 914 273 44 88, на который вы можете отправить ваши поздравления своим близким, а мы зачитаем их в прямом эфире. Ну а также у нас работает телеграм-канал. Подписывайтесь, чтобы его найти. Достаточно в строке поиска Telegram набрать «Утро Якутии» слитно. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 1 градусов. В Заречной группе до плюс 5 градусов тепла. В южных районах минус 1, плюс 1. В Вилюйской группе 6-9 градусов тепла. В Нижнеленских до 6 со знаком плюс. В западных районах до 7 градусов тепла. В Колыма-Индигирской группе улусов минус 4-10 градусов. В Янских районах ожидается до плюс 8. На северо-западе минус 10, минус 4. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 7 метров в секунду. Сегодня днем к вечеру увеличение облачности без осадков. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 16 градусов. Вот такая погода, да, действительно радует. И вчера было тепло, и сегодня тепло. И прям это сразу заметно по жителям нашей столицы. Да? Да, очень много детей на площадках играют, люди прогуливаются, несмотря там даже на позднее время. Вот я вчера, например, в 10 вечера была приятно удивлена, когда во дворе увидела играющих детей с родителями и массу эмоций позитивных. Ну, а многие сейчас начинают этот по-настоящему жаркий, можно сказать, по-весеннему день с завтрака. Ну и мы поговорим о панкейках, которые пришли с Америки и нашли себе место на нашей кухне. Пышные сухие блинчики отдаленно напоминают оладьи. В сочетании со всевозможными джемами, соусами и сиропами они могут стать отличным вариантом завтрака или полдника. Нужно только знать, как их приготовить. Доброе утро! Сегодня мы с вами приготовим классические панкейки. Для этого нам понадобится ореховая смесь, мука пшеничная, сахар ванильный, немножко разрыхлителя, клубничное варенье. Я взял клубничное варенье, вы можете взять кленовый сироп, то есть малина там и так далее, как вам угодно. Яйца и кефир с молоком, перемешанный 50 на 50. Вбиваем яйца. Кефир с молоком. Сахар. Разрыхлитель, щепотку. Взбиваем миксером. И постепенно вводим муку, чтобы не образовывались комочки. Муки может быть больше или меньше, нужно смотреть по консистенции. Консистенция должна быть чуть-чуть гуще, чем у блинов. Ну, примерно вот такая консистенция. И в конце
Добавляем орехи, ореховую смесь. Немножко перемешиваем. И идем жарить. Панкейки готовы. Приступаем к отдаче. Разрезаем вдоль. Вкладываем. Немного сметаны. Клубничное варенье. Ну, вы можете взять на свое усмотрение. И немножко ореховой смеси. Приятного аппетита! Замечательная идея завтрака, тем более для этих выходных. И неспроста. Ведь в это воскресенье, 15 мая, в России отмечается Международный день семьи. В семье начинается жизнь каждого человека. Семья дает нам опору, поддержку, тепло, навыки общения и первые уроки любви. Она помогает нам развивать характер, учит преодолевать трудности. И чем семья благополучнее, тем больше в ней уделяется внимания каждому члену семьи и малышу в том числе. И сегодня мы поговорим именно на эту тему, ведь год 2022 был объявлен годом матери. И мне кажется, зачастую именно мама является основой той самой благополучной семьи. Да, и у нас сегодня в студии Алена Николаевна Атласова, председатель постоянного комитета Государственного собрания ИЛТУМЭН по делам семьи и детства. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как мы уже отметили, 22 год объявлен в республике годом матери. Какие основные меры поддержки получат наши матери в этом году? Все мы с большим воодушевлением встретили объявление главы республики Айсена Николаева этот год годом матери. Распоряжением правительства уже сформированный план мероприятий, соответственно, они были приняты в феврале месяце. Это 7 различных блоков, и туда вошли 168 мероприятий. И причем здесь по предложениям со всех ветвей власти, общественности. И, конечно, Комитет по делам семьи и детства тоже внес свои предложения, поскольку это не только в этот год мамы наши должны ощутить заботу государства, внимание государства. В то же время в этот год именно должны решаться проблемные вопросы. И, соответственно, мы включили 3 вопроса, которые парламент держит на контроле. Это обеспечение инфраструктуры земельных участков для многодетных семей, это улучшение жилищных условий в Пятигорске, чтобы были разработаны дорожные карты. И также к сожалению, у нас до сих пор общеобразовательные школы не обеспечены теплыми туалетами в отдаленных уголках нашей республики. Ну и, конечно, самая главная поддержка, мера – это солевой капитал «Дети столетия». Это 100 тысяч детям, родившимся в этом году. И на 1 мая у нас в республике родилось 3465 новых граждан. И сейчас мы еще ожидаем, что будет подписан указ главы о том, что из целевого капитала 100 тысяч можно будет 30 тысяч на неотложные нужды, то есть взять 30 тысяч и использовать. Это было предложение нашего парламента. Ну, действительно, работа ведется огромная, да, и мне кажется, многие мамочки уже ощутили, да, те самые вопросы, да, которые уже решены для них. И это, конечно, благое дело. А каким образом участвует парламент Якутии, да, в частности, постоянный комитет парламента по делам семьи и детства в реализации мероприятий в рамках Года матери в республике? Ну, с момента создания нашего комитета с 2018 года мы инициировали 35 новых законов, и, соответственно, это идет
во взаимодействии, системной работе с правительством Республики Саха-Якутия. И, конечно, при поддержке главы республики, поскольку если законопроект имеет финансовое обоснование, тут без поддержки главы не обойтись. И, соответственно, вот новый закон у нас, вот, 35 я не буду называть, и новый закон касается вот о дополнительных мерах людей с инвалидностью в нашей республике. Соответственно, мы туда внесли изменения, и сейчас вот на основании вот того проведенного разговора в парламенте, круглого стола о детях с инвалидностью, мы внесли изменения о внеочередном медицинской помощи вот детям с инвалидностью в государственных учреждениях, медицинских учреждениях. И буквально вот на внеочередном парламенте, заседании сессии, мы приняли 2 социальных значимых закона, инициированных главой республики. Это касается вот республиканской меры поддержки. Это когда республиканский материнский капитал 30 тысяч можно тоже вот использовать на первоочередные нужды семьи. Соответственно, если семья не использовала, может сейчас дать заявление и взять 30 тысяч из республиканского материнского капитала, который вообще вот тоже по предложению парламента был впервые с 2017 года проиндексирован в этом году. И вторая мера, конечно, это все дети России по указу президента страны Владимира Путина. Это касается вот детей от 8 до 17 лет. И это ежемесячная выплата на детей, и она уже должна сейчас осуществляться с мая. Соответственно, если у семьи прожиточный минимум, вот, суммарный доход не доходит до прожиточного минимума, то она может подать заявку через МФЦ, и, соответственно, она вот бывает разного, то есть от зоны зависит. Вот наша республика большая, есть первая, вторая зона, и она, бывает 75%, 50% от прожиточного минимума на ребенка. И, соответственно, это существенная мера, конечно, поддержки на ребенка. И мы сейчас, вот, конечно, на осенью ожидаем тоже новый законопроект, принятие нового законопроекта по поддержке приемных семей, о увеличении 2 раза им выплаты. И это, конечно, решит проблему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Алена Николаевна, большое спасибо вам за очень объемную информацию. Да. Мы также поздравляем всех жителей республики с Международным днем семьи. Ну а сейчас прервемся на небольшую паузу. Вы смотрите новости. Доброе утро. Начались выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами. Пособие можно будет получать на карту или через почтовое отделение. В мае родители детей от 8 до 17 лет получат пособие сразу за апрель и май. Размер пособия составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в зависимости от нуждаемости семьи. Расходы на такие выплаты оценены в 505 миллиардов рублей. Российские регионы в этом году смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых на погашение долгов по рыночным заимствованиям. Решение позволит субъектам быстрее погасить свои обязательства и снизить расходы на обслуживание задолженности. Льготный бюджетный кредит можно будет получить на срок до 2028 года включительно. Кроме того, предусматривается возможность досрочного погашения. Займ предоставляется на основании обращений региональных властей и оформляется соглашение с Минфином. 36 семейных хозяйств претендуют на получение гранта в рамках программы «Семейная ферма». В программе участвуют хозяйства из 15 районов. Как отмечают эксперты конкурса, семьи планируют разводить крупный рогатый скот, развивать табунное коневодство. Кроме того, 6 проектов направлены на выращивание овощных культур. Сумма гранта сейчас 134 миллиона. И в особенности этого года то, что мы с 15 до 24 за короткий срок приняли документы. И по арктическим районам будем добавлять 1 балл. И участники должны иметь в обороте прошлого года 900 тысяч рублей, не менее 900 тысяч. И процент гранта хотим подтянуть до 90%.
Вот такие существенные условия в этом году изменились. Новый туристический маршрут «Путь Кулаковского» проложат по местам, где жил и творил Алексей Кулаковский. А центром маршрута станет усадьба Семена Барашкова в Хангаласском районе. Для этого из Покровска в село Кочекацы планируют вернуть дом купца и мецената, а после провести реставрационные работы. В маршрут также войдут ледник Булус, водопад Курумнур, этнокомплекс Самартай и комплекс Турукхая. Ожидается, что это привлечет туристов не только из других районов Якутии, но и из других регионов России и иностранных стран. А в Момском Улусе зацвели первые подснежники. Действительно, это очень красивые кадры. И для жителей Южной и Средней России яркая и любимая примета весны – это зацветание первоцветов. А в Арктике весна приходит, конечно же, позже. В мае еще лежат сугробы и открываются дороги. В начале июня идет быстрое таяние снега и подъем уровня воды в реках. Очень красиво, да? Такие... Это уникальные подснежники. Такие подснежники есть только в нескольких улусах нашей республики. И действительно, это, так, знаешь, так очень символично, да, вообще, когда вот первый цветок, да, так еще и он необычный. Мне кажется, для жителей этих улусов это прям такое, знаете, прям, ну, наверное, волшебство некое. Да, я бы даже сказал, что после такой зимы даже для жителей Якутска, вот, например, те же подснежники, которые появляются у нас на склонах вокруг нашего города, они, конечно же, привлекают внимание, это очень красиво. Но вот на этой неделе, пару дней, буквально несколько дней назад, распространилось видео, где показано, как крупные черные жуки поедают эти красивые подснежники. Но у жителей Якутии этот факт вызвал бурю эмоций. Ну, были разные предположения, но мы решили не гадать, а поехать и разобраться, что это за жуки. Вот такой подснежник растет у нас. Красивый. А теперь смотрите, Что творится? вот такие жуки. Вот Толпой еще. друг на друга сидят. Такое видео появилось пару дней назад в соцсетях. Мне стало интересно, что это за жуки, которые поедают прекрасные подснежники. И чтобы разобраться в ситуации, я направился на Табагинский мыс в местность Кулаты. Именно там было снято это видео. После непродолжительных поисков жуки были обнаружены. Под теплым весенним солнцем они питались подснежниками и были внушительных размеров. Так как я не особо силен в насекомых, было принято решение отловить несколько экземпляров и отвезти в Якутск к специалисту. Так, ну что, операция «Охотники за жуками». Он ко мне. Давай быстрее. Панку. Все, отлично. Так, крышка где? Так, ну что, друзья, сейчас мы поместили двух жуков в нашу бутылку. Ну, мы не собирались этого делать, но тем не менее, действительно, хорошая идея отвезти в город, чтобы специалисты могли посмотреть и уже точно сказать, что это за жук. Жук с короткими крыльями, возможно, это даже фиолетовый вид. Мы видим фиолетовый оттенок. фиолетовый оттенок у него. Вот. Жук является паразитом пчел. В мае они появляются, поэтому вид называется майка. Паразит пчел, самка откладывает яйца, ну и питается растениями. Из яиц выходят микроскопические мелкие личинки, трунгулины, которые садятся на пчел и паразитируют в улье. А скажи, вот эта паника, которая обоснована, она, или это вообще как бы просто случайно попало видео в интернет, и эти жуки у нас это как бы завсегдаты? Это довольно популярные жуки в Якутии, появляются каждый май. Возможно, раньше было меньше. Сейчас идет увеличение численности, может быть связано с развитием пасечного хозяйства, возможно, нет. Вот, но жук достаточно обыкновенный. Чем примечателен этот жук? Дело в том, что почему я его не трогаю руками, он ядовит. При прикосновении выделяет маслянистую жидкость, дурно пахнущую, которая может вызывать химические ожоги. Появляются волдыри, достаточно сильные болезненные ощущения. То есть это достаточно опасно. Это, можно сказать, самый ядовитый жук Якутии? Да, можно так сказать. Жуки ничего не боятся, в природе практически нет у него врагов, хищников, поэтому жуки спокойно, не боясь птиц и других животных, забираются на растения. Потому что птицы уже в курсе свойств данного насекомого. Самки живут недолго, самцы сразу после спаривания умирают, самки откладывают яйца и тоже умирают. Поэтому в начале лета встретить таких жуков уже практически невозможно.
Вот весной они сейчас вот очень активны. Да, И- пару недель еще будут активны, а затем уже все пойдет на спад популяции. Огромное спасибо Евгению. Пожалуйста. Да, очень четко, ясно и подробно рассказал про данных жуков. В общем, нечего бояться. В принципе, это наша обычная, как говорится, флора, фауна. Вот. Ну что, спасибо большое. Еще раз всем доброе утро и до новых встреч. Всего хорошо. Руслан, вопрос самый главный, они ядовитые? Ну, да, по словам, то есть вообще вот майка обыкновенная, это достаточно ядовитый жук, но его нельзя трогать руками, то есть он не кусается, но если это как бы он чувствует опасность, он выделяет какую-то, как сказали, жидкость, и могут появиться волдыри, и можно как бы получить ожог. Да, то есть поэтому вы брали его палочкой, да? А мы не знали, мы просто, страшно брать жука руками, поэтому мы его брали палочкой. Вот. А так потом уже узнали, что это, оказывается, жук имеет вот такие вот свойства. Поэтому, друзья, если вы увидите этих жуков, руками их не трогайте. Вот такой уникальный мир, да, животный мир Якутии. А тем временем в Пакистане животные зоопарка спасаются ваннами во время жары. В зоопарке животные принимают такие интересные ванны, чтобы справиться с рекордной жарой. На этих кадрах можно увидеть, как смотрители зоопарка купают слонов в то время, как температура воздуха превышает 40 градусов. Сотрудники зоопарка купают животных практически 2-3 раза в день, и все это зависит от того, насколько высока температура. В большинстве регионов страны экстремальная жара продерживается очень долгое время. Ну а в Якутии сезон охоты на дикоплавающую дичь, селезней в самом разгаре. Также разрешена охота на глухаря, он, конечно же, самый желанный трофей для всех охотников. Но в юности известный южно-якутский фотограф Юрий Коковин не был исключением. Но с возрастом, как он сам признается, отношение к охоте и глухарям поменялось. И вот уже 35-й год за городскую околицу он выходит не с ружьем, а с фотоаппаратом. И его трофеями любуется весь мир. С приходом долгожданной весны, когда вскрываются реки, растения начинают тянуться к солнцу. Животный мир также начинает пробуждаться. Самая любимая тема фотохудожника Коковина в это время – глухариные таковища, когда птица раскрывается во всей красе, поет и танцует. Нынче Юрий Николаевич провел на глухарином таку 8 дней и ночей. Удивительно, но по словам фотографа, глухарь такует каждый год в одном и том же месте, и что по нему можно сверять часы. 15 минут 4 начинает 1 мая точно атаковать глухарь. Это вот уже 30 лет я могу отметить. Ни минуты позже, ни минуты раньше начинает. Ну а потом уже 2 мая он будет уже 5 минут 4. Потом это, допустим, 5 мая без 5, 3 начинать атаковать. То есть они от солнцестояния атакуют. Как солнышко поднимается, где-то там движение происходит. Но приучать птиц к своей палатке приходится каждый год по-новому. Сначала ставит его в метрах 100 от таковища и каждый день продвигает ее на 10 метров ближе. Когда до него остается 4 метра, фотограф залезает в палатку и начинает снимать. Как фотохудожник, Юрий Николаевич иногда украшает свой кадр. Так, к примеру, ветка вербы, подвязанная к сосне, оказалась весьма к лицу кополухи. Чтобы продолжался род глухариный, нужно, чтобы и глухари самочки были на глухарином такое. Иначе, если мы будем убивать глухарей, а еще хуже того самочку, самочка же принесет 10 яиц, значит 10 глухарят появится. А 10 глухарят через год каждый по 10 принесет. Представляете? Весной, охоту застрелить глухаря, ради бога застрелите, но только желательно после 15-20 мая, потому что до 15 идет процесс овуляции, идет процесс спаривания. И глухари важно, чтобы они все-таки достойно встретили свою самку. Каменного глухаря, который обитает у нас в Южной Якутии, никто толком не снимал. Биологию этой птицы мало кто знает. Для фотографа Юрия Коковина кадры атакующих, летящих глухарей и все это с расстояния 4-5 метров – настоящий трофей и причина для радости. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Весна – это пора добрых дел. Она знаменует начало новой жизни, новых перемен и новых эмоций. Кто, как не милый, пушистый, ласковый четвероногий друг, сможет принести в дом радость, новые краски и детский восторженный смех? Благотворительный фонд «Помоги выжить» предлагает ответственным хозяевам обрести нового друга и приютить щенка или котенка.
В пункте содержатся лишь только те животные, которые прошли вакцинацию, чипирование, стерилизацию. Волонтеры ежедневно стараются скрасить день этим милым животным, кто по воле судьбы оказался на улице. Собака, попавшая в отлов, в общем, она попадает в пункт передержки, отсиживает 10-дневный карантин, это положено. После этого она проходит все манипуляции, то есть это вакцинация против бешенства и стерилизация, кастрация. То есть после этого мы готовы собаку уже пристраивать, социализировать, там, если требуются какие-то. Но в основном пристройство у нас идет горожане. Берут не так много, как берут волонтеры. Волонтеры помогают в пристройстве, то есть в другие города. Так, например, повезло одной из постоялиц приюта. В прошлом году жительница Америки мечтала найти себе четвероногого друга. И, увидев фото собаки в Якутске, сразу поняла, что это та самая. На кадрах видно, как счастливая хозяйка и не менее счастливая собака прогуливаются по побережью океана. И это настоящая любовь. Ну и продолжая тему четвероногих друзей, наша следующая рубрика – это полезный справочник для тех, кто не так давно приобрел себе четвероногого питомца. С нашим опытным кинологом-инструктором вы пройдете общий курс дрессировки, что поможет вам в процессе воспитания вашего друга. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы с вами разбираем повороты направо, налево, кругом. Поворот направо у нас делается правой ногой на 90 градусов. Собачка следует рядом с вами. Поворот налево у нас левой ногой на 90 градусов. И поворот кругом через правое плечо первоначально на 180 градусов. Сейчас я вам покажу. Потом покажу поворот кругом более усложненный, который через левое плечо делается. То есть лакомство обязательно. Без него мы не работаем. Берри рядом. Показываем собачке еду. Правой ногой шагаем на 90 градусов, произносим команду рядом и делаем поворот. Как останавливаемся, собачка садится. Она должна параллельно с вами повернуть, при остановке сесть. Берри рядом. Повернули и помогли, посадили. Да. Хорошо. Еще раз показываю. Рядом. Лакомство в нос собачки. Мы собаку привлекаем. Берри рядом. Встала, повернулась, села. Да, молодец. Рядом. Поворот налево. Это гораздо сложнее, потому что направо собаке проще управлять корпусом, телом своим, налево чуть посложнее. Вам нужно помочь. В правой руке лакомство, лакомство возле левого бедра со стороны собаки. Левой ногой шагаем перед собачкой, рука с едой у вас уходит. Берри, Берри, налево, а левой рукой вы слегка помогаете. Берри, на, рядом, повернули, на, да, повернули, посадили. Хорошо, молодец. Еще раз сейчас покажем, что там тебя привлекло. Рядом. Берри, рядом, помогли, посадили. Да, молодец. Хорошо. Это поворот налево. Первоначально поворот кругом через правое плечо вместе с собачкой. Лакомство показываем и поворачиваем на 180 градусов. На. Рядом, повернули, посадили. Да. Берри, на. Рядом, повернули, посадили. Да. Молодец. Это через правое плечо, легкий поворот. Когда собака у нас осваивает, что нужно поворачиваться направо, мы включаем поворот человека через левое плечо. То есть получается навстречу друг другу. Берри, вот как это выглядит, рядом. Навстречу друг другу, и собачка села. Да. Рядом. Да. Вот. Это более сложный поворот. А на сегодня все. В следующий раз мы с вами разберем команду места. Всем доброго дня! Как ловко у нее все получается, да? И вот эта рубрика порой, знаешь, радует чем? Ну, что реально можно все-таки дрессировать собак. Главное было бы желание и терпение. Да-да-да, все вообще 100%, по-моему, все зависит от хозяина. То есть как хозяин относится к своему питомцу, вот таким же питомец и будет. Друзья, ну а сегодня у нас пятница 13-я. Я думаю, самое время узнать, какие даты и события связаны с сегодняшним днем.
13 мая – День Черноморского флота ВМФ России. Указ о его создании императрица Екатерина II подписала весной 1783 года, после присоединения Крыма к России. Также сегодня День охранно-конвойной службы МВД России или День конвоира. 13 мая – мусульманский праздник Ураза-Байрам – день разговения после завершения священного месяца Рамадан. По народному календарю сегодня наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным. 13 мая 1754 года указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк. В 1836 году в этот день началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село-Павловск. 13 мая 1950 года в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. В 1958 году 13 мая зарегистрирована торговая марка застежки-липучки Velcro. Ее название пошло от французских слов «велюр» – бархат и «крашет» – крючок. 13 мая 1991 года впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести». В 2000 году в этот день указом президента России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей президента в них. 13 мая 1937 года родился Роджер Желязный, американский писатель-фантаст. В Якутии сегодня отмечают 75 лет со дня рождения Варвары Потаповой, одной из первых якутских поэтесс. Именины в этот день отмечают Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита и Яков. Руслан, мы не перестаем радоваться тому, что нас смотрит практически вся республика, да? И очень активные зрители у нас в Ленске. Да, действительно, вот Ленский район сегодня богат молодыми перспективными людьми. Эти люди делают наш город лучше, меняют представление о нем. А об одном из таких людей, спортсмене-предпринимателе Андрее Иванском, мы расскажем сегодня. На первый взгляд Андрей Иванский – обычный водитель такси, доставляющий ленчан по месту требования. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле под обликом водителя скрывается владелец службы такси, он же мастер спорта России по пауэрлифтингу. Трудно поверить, но Андрей единственный в городе владелец службы такси, который работает сам. Он колесит по городу на стареньком платье. В любое время дня и ночи, когда необходимо, герой нашего сюжета выходит на линию и отрабатывает заказы как городские, так и междугородние. Свой бизнес, почему я должен лежать на диване, не работать? Никто лучше, чем хозяин, не сделает свою работу. Приносит удовольствие? Да, мне да. Я говорю, я общаюсь с людьми, желаешь приятного, не знаю, хорошего дня, помочь людям. Почему нет? Мне нравится. Таксомоторной службой Андрей владеет 18 лет. Дела молодого предпринимателя идут в гору. Он признается, что это благодаря постоянному его участию в процессе. Все на мне реклама, помогаю диспетчерам иногда. То есть, если клиенты слышат мужской голос, это принимаю заказы я, когда они сидят за компьютерами и не успевают принимать, чтобы сократить это время обслуживания, время принятия. Я помогаю им принимать. Когда появляется свободное время от работы, Андрей спешит в спортзал, переодевается в специальный костюм и приступает к занятиям. Приседает с весом 305 килограмм, делает жим лежа со 190 килограммами и становую тягу с 280 килограммами. Пока не форсирую, есть задумка поехать на республику в июне месяце и подготовиться к ней. Алексей Островский, приятель героя нашего сюжета, рассказывает, что конкурентов сегодня в районе Андрею нет. Такой результат – залог постоянных тренировок и желания побеждать. Он именно работник, как на него посмотришь как в бизнесе, так и в спорте, это в первую очередь труд. То есть он не боится труда, он всегда работает, он не пропускает тренировки. Он зарекомендовал себя как хороший друг, товарищ, надежный партнер по тренировкам. То есть от него всегда поддержка выкладывается на 100%. Мы, конечно, товарищами всегда стараемся брать с него пример. Помимо своей спортивной карьеры и предпринимательской деятельности, Андрей Иванский еще и примерный семьянин. Вместе с женой Екатериной они воспитывают двоих сыновей – Алексея и Дмитрия. Каждый вечер 105-килограммовый тяжеловес, поднимающий по 2 тонны за тренировку, становится папой-тренером. Занимается он со своими детьми в спортзале у себя дома. Старший сын Андрея 2 года посещает секцию по легкой атлетике. С недавнего времени у мальчика появился интерес и к силовому виду спорта. Потому что легкая атлетика мне просто нравится.
Скажи веса, какие ты уже поднимаешь? 195 всего и 75 становая тяга, 45 жим и присед 70. Что самое сложное? Жим. Жена Екатерина к увлечению мужа со временем привыкла. Теперь относится спокойно. Он всю жизнь занимался спортом, всегда был спортсменом. Мне это очень в нем нравилось, потому что спортсмены, они очень целеустремленные люди, ответственные. И Андрей в этом плане, конечно, спортсмен до мозга костей. Но когда в более взрослом возрасте он все-таки не бросил и поставил цель стать мастером спорта, я, конечно, была не очень этому рада, но, тем не менее, мужа поддержала, и он достиг того, к чему он стремился. Старший сын Алексей месяц назад первый раз принял участие в соревнованиях по силовому троеборью и занял 3-е место. Они у нас ходят в спортзалы, он сам занимается с этим. Я сказала, меня даже сюда не надо трогать, это ваше мероприятие. Вечерами они занимаются в домашнем спортзале, поднимают тяжелые гантели, гири, штанги. Ну, мальчишкам это нравится. Сегодня у героя нашего сюжета в планах развить в Ленске силовой детский спорт. Но пока времени, признается Андрей, не хватает. Бизнес отнимает его полностью. Но цель поставлена, а судя по присутствующему желанию всегда побеждать, она обязательно будет достигнута. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Художники признают, что будущее в искусстве за цифровыми технологиями, но при этом призывают скинуть ментальные оковы, выйти из соцсетей и научиться любить. Именно такой посыл несет выставка, которая недавно открылась в Казани. Кстати, там, наряду с работами именитых и модных российских мастеров, можно увидеть и творение якутской художницы. На интересные работы в столице Татарстана смотрела Туяра Филиппова. Современный ритм и образ жизни диктуют новые формы в искусстве. То, что представлено здесь, совсем не похоже на то, что мы обычно видим в картинных галереях. Это работы почти 2 десятков художников, при этом как совсем молодых, так и уже именитых, как, к примеру, основоположника цифрового искусства в России Константина Худякова. А из материалов не только кисти, краски и холст, в ход идут и кирпич, гайки, шурупы и даже железные цепи. Мир под натиском современных цифровых технологий кардинально меняется, и это повод задуматься о взаимоотношениях человека и технологий. И здесь, на этой выставке, все по современному принципу. Нравится, не нравится, откликается, не откликается. И, похоже, устроители этой выставки и художники как раз рассчитывали на такую реакцию зрителя. Необычные работы заставляют зрителя думать, а иногда и додумывать, что же хотел сказать автор своим творением. Вот так вот, если посмотришь, далеко не сразу все понятно, о чем вообще, что хотят передать авторы своими работами. Надо подумать, как-то пофилософствовать. Выставка собрала работы представителей самых актуальных направлений в искусстве: стрит, арт, цифровой живописи, фотографии, 3D-скульптуры, видеоарта, векторной графики. Одной из самых необычных работ, пожалуй, можно назвать инсталляцию художницы Екатерины Смирновой, на которой изображена скованная цепями женщина. По замыслу автора эта работа символизирует ментальные цепи современного человека, в которые он сам же себя и загнал. Цепи – это страхи, нормы, правила, которые мешают нам жить и творить. Мы живем в троичной системе. Существует природа, которая нас создала, Homo sapiens, это мы с вами, и технологии. Здесь нет в этой системе никого главенствующего, и мы вынуждены друг с другом уже договариваться. Еще одна интересная работа художника Марата Наби «Коронаборцы» посвящена врачам и медсестрам. Выполнена она из 21 736 саморезов. Чтобы не акцентировать на расовой принадлежности, все лица черно-белые, а следы от масок словно турбулентные следы самолетов, разносящих коронавирус по странам. Тема работ – все, что волнует художников. Инсталляции якутянки Веры Петровой, выполненные в смешанной технике, посвящены теме леса, севера, природы. Приятно, на самом деле, увидеть художника из Якутии, яркого представителя современного цифрового искусства. Интересно именно рассматривать ее работы, долго рассматривать, подходить, и это очень привлекает наши гости.
заставить задуматься, вызвать эмоции. Таково главное предназначение любого искусства. Оно также может помочь разобраться в ситуации и даже дать ответы на вопросы при принятии какого-либо решения. Но очевидно одно – работы художников не оставят равнодушным никого. В этом уверены организаторы выставки. Туяра Филиппова, Казань. 51-й театральный сезон Государственного театра оперы и балета стал интересным для зрителей всех возрастов, насыщенным разнообразными событиями и новыми постановками, первой из которых стала музыкальная сказка «Бременские музыканты». А в эти дни Государственный театр оперы и балета решил порадовать юного зрителя новым направлением бэйби-театром. О новых экспериментах мы поговорим с нашим утренним гостем. И это режиссер-постановщик Государственного театра оперы и балета Дарья Андреевна Потатурка. Доброе утро. Доброе утро. Вы родились в Витебске, мы знаем такой, да? Да. Факт из вашей биографии. Из 2013 по 2021 год вы работали в Большом театре именно в Минске, да? Да. Являетесь режиссером-постановщиком концертных программ на большой и малых сценах, да? Но уже практически один сезон вы работаете в Якутске. И вот хотелось бы узнать ваши впечатления. Сложился ли творческий тандем? Да, сложился. На удивление, очень быстро меня приняли. Причем я даже не ожидала, что ребята настолько радушно ко мне отнесутся. И буквально с первых репетиций стали быстро воспринимать меня как свою. И я за год очень быстро вошла в коллектив. Большая благодарность коллективу за это. Вы работали в крупных оперных спектаклях, например, ставили камерную версию оперы Джузеппе Верди «Травиата». Это очень серьезное оперное произведение. Как идет работа над сложными постановками и что главное для оперного режиссера? Сложно назвать их сложными постановками, они просто больше, так как все-таки это крупная форма, то больше времени занимаешь на изучение данной формы, на то, чтобы что-то придумать, просто само по себе больше времени. А относительно второго вопроса, режиссер музыкальный, в первую очередь, на то и музыкальный режиссер. Мы большое внимание уделяем тому, что написал композитор. Для нас это прям святая святых. В этом году новогодний марафон спектаклей в Театре оперы и балета республики посетило рекордное количество людей, да. И мне кажется, это, зачастую, наверное, связано именно с какими-то премьерами, да. И вот именно те самые бременские музыканты вызвали прям огромный интерес у зрителей. Как вы думаете, почему? Я считаю, во-первых, что мы как-то вовремя в плане маркетингового хода попали в эти выходные дни новогодние, поэтому у людей было свободное время, чтобы к нам прийти. Но, во-вторых, действительно получился яркий, красочный, эмоциональный игровой спектакль. И, соответственно, пошло сарафанное радио, я думаю, поэтому люди стали приходить. Чем больше мы играли, тем больше это вызывало ажиотаж. Скажите, с апреля проходят концерты проекта «Уроки мировой художественной культуры». Этот творческий проект выиграл грант Министерства культуры 2022. Можете об этом поподробнее рассказать? Этот проект направлен в первую очередь на популяризацию музыки, но не просто музыки в сочетании с живописью. Буквально вчера у нас прошел второй урок МХК. Мы взяли довольно серьезную тему эпоха барокко и раскрыли ее с помощью кантаты Джованни Баттиста Перголези «Стабат Матер», что в переводе обозначает «Стояла мать скорбящая». Это религиозный сюжет, такой непростой, конечно, сюжет если брать для школьника, но, с другой стороны, это дает возможность услышать новую музыку, которую «Стабат Матер» непосредственно обычно исполняют в католических храмах и соборах, а театр дает возможность совсем по-другому на нее взглянуть и как-то больше принять и вообще узнать, что это такое в первую очередь. То есть этот проект дает возможность нам какие-то другие грани музыкальные открыть, которые обычно в театре не всегда можно услышать. Дарья, у вас огромный опыт, да, работы в разных театрах. И чем бы вы отличили, наверное, артистов, возможно, нашего театра? Вообще, работа здесь вам дается легко? Да, именно благодаря тому, что ребята очень быстро ко мне подключились относительно того, что я все-таки пришлый человек, они открыто ко мне идут, помогают, во многом помогают какими-то своими подсказками, своим взглядом, и за это им тоже большое спасибо. Таким образом расширяют то, что я придумала, и обогащают. Это здорово.
Это же очень, сказать, действительно творческая профессия, да? Да, я люблю такие где штуки. вы черпаете вдохновение? Что для вас? Ой, это дает? всюду. Но в первую очередь это искусство, это театр, музеи, выставки какие-то, арт-пространства. К сожалению, в Якутске маловато арт-пространства, очень хочется расширить их побольше, чтобы было. Ну, по-моему, работа в этом направлении идет. Ведется. А вот личный вопрос, да, немножко. Первое, что шокировало вас в Якутске? Вообще, вы слышали про Якутск до того, как приехали? Слышала. И в первую очередь все меня пугали морозами, все говорили: ой, Даш, куда ты едешь, ты же там замерзнешь, теплее одевайся. И мне хотелось, ну так я холодолюбивый человек, наоборот, через это пройти. И мне, наоборот, понравилось морозы, это прям мое-мое. Вот видишь, как творческий человек любит морозы, да, и полюбил Якутск. Завтра, кстати, состоится премьера интерактивной оперы для детей про кошку, кашку и молоко. Такое вот название. И что все-таки вкуснее, молоко или каша? И в чем смысл этой музыкальной истории? Мы как раз завтра будем выяснять, точнее, послезавтра у нас премьера. Да, мы будем выяснять, кто вкуснее, кашка или молоко. Просто кошка — это персонаж, который помогает нам этот ссор распределить между двумя персонажами. А что значит интерактивная опера? Интерактивная опера — это прямой контакт со зрителем. То есть мы будем вовлекать наших маленьких зрителей в наш сюжет. То есть они будут частью нашего сюжета, и одновременно мы как бы будем рассказывать эту историю про кашку и молоко. А вот бэби-театр, это вот только вот сейчас это идет начинание, да? Или уже был? Давно в Якутске только сейчас. Только да, сейчас. Да. Ну, вообще по миру, конечно, давно. Ну, нужно обратить внимание, что относительно музыкальных театров это не так часто используется, этот формат, и в этом плане здорово, что в Якутске такое возможно. А если вот опираться на, допустим, международный опыт, да, вот как зритель воспринимает такие вот эксперименты? Я, ну, с точки зрения вот своих подруг могу рассказать, им наоборот в кайф, потому что это возможность на какое-то время отдать ребенка, который будет вовлечен в что-то. Не просто ты сидишь, да, и смотришь мультики там в гаджетах, в мобильном телефоне, а ты в компании таких же маленьких зрителей, как и ты, с тобой еще и играют рядом, и это хорошее времяпрепровождение, и, я думаю, отдых для мам. Вот так вот, да, то есть и мамам помочь можно. И давайте проанонсируем, значит, послезавтра будет вот та самая премьера. То есть мамочки могут прийти, оставить ребенка, и он все-таки поймет, что же вкуснее, кашка или молоко. Оставить ребенка, это вы, конечно, громко сказали, но рядом, в крайнем случае, находиться точно. Как бы ребенок, мы сделаем такой отдельный маленький секрет, открою. Дети у нас будут сидеть на пирожных и на макарунах. То есть у нас вообще история разыгрывается в кондитерской. А мамочки, соответственно, чуть подальше, ну и родители, кто придет посмотреть. И таким образом мы как бы... Дети — это часть нашего пространства. То есть дети будут находиться на сцене? Да. Серьезно? Вот так вот. А возраст, возрастной ценз? Ну, вообще у нас написано 0+. Ну, вряд ли, конечно, маленькие груднички смогут спокойно усидеть, но, я думаю, +2 нормально будут. Да? Ну, а в начальной школе будет интересно, да? То есть там ну, начальной, да. Ну, я думаю, до... Помладше. 5, 6 — это сколько лет у нас получается? 10, 11, 12. Ну, 10, 11, 12 вряд ли, это, скорее всего, 8, я думаю. Так, давайте подытожим. Значит, это завтра, да, в субботу? Послезавтра. Послезавтра, в воскресенье. Государственный театр оперы и балета. Подождите, в субботу. В субботу. Значит, завтра. Так, в субботу. Сегодня пятница. Точно. Суббота. Завтра, друзья. Государственный театр оперы и балета. Начало. В 12, в 2 и в 4. Приходите, будем вам очень-очень рады. Ну что же, большое вам огромное спасибо. Я думаю, что да, спектакль пройдет на ура. Дорогие друзья, вы также присоединяйтесь с ребятишками, с детьми, приходите. Я думаю, очень хорошие, интересные, с пользой провести время. Ну, а сейчас мы предлагаем также с пользой провести наш эфир и посмотреть самые актуальные новости к этому часу. Доброе утро, в эфире новости.
Навигацию на реке Лени в Якутии планируют открыть 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона. В соответствии с распоряжением Росморречфлота открытие судоходной обстановки на реке Лени планируется. На участке от Киринска до устья реки Витим 16 мая, от Витима до устья Алекмы 22 мая, от устья Алекмы до устья Алдана 25 мая. На реке Алдан суда начнут ходить по предварительным данным 23 мая, на реке Вилюй 26 мая. Избы станут более безопасными и долговечными. Минстрой утвердил порядок проектирования и строительства бревенчатых домов. У срубных деревянных конструкций есть ряд преимуществ перед другими. Это экологичность, простота укладки и минимальные технологические. Утверждение нового свода правил обеспечит расширение выбора применяемых материалов и конструкций, позволит развиваться этой технологии и в перспективе уменьшить конечную стоимость. Якутский центр подготовки рабочих кадров «Арктика» анонсировал планы по созданию новых образовательных программ по специальностям, востребованным в северных районах республики. В рамках этих программ будут подготовлены специалисты в сфере транспортной инфраструктуры, промышленности и сельского хозяйства. Так, в Булунском районе будут развернуты масштабные строительные работы, связанные с восстановлением морского порта Тикси, значимого звена логистической цепочки Северного морского пути, и созданием оборонных объектов. В Верхоянском районе развивается добыча золота и ряда других металлов, в Жиганском – рыболовство и оленеводство. В целом на севере субъекта идет сооружение дорожной инфраструктуры, что также требует квалифицированных кадров. В селе Абага Амгинского района с 2020 года идет строительство новой школы-сада на 225 мест по инвестиционной программе республики. Подрядчиком строительства является ООО «Электромонтаж». На данный момент завершено строительство кровли и коробки детского сада. Идут работы по монтажу электропроводки, системы вентиляции и благоустройства. Более 40 человек и 8 единиц спецтехники задействованы в строительстве. Подрядчик намерен в следующем году завершить и сдать объект. Все жители, дети и родители ждем окончания строительства новой школы и когда будет введена наша школа. В сентябре 2023 года мы надеемся, что будет новая школа построена. На этом все. Хорошего дня. Наш утренний эфир подходит к концу, и мы хотели бы пожелать вам провести эти выходные с пользой. Напоминаю вам о том, что мы сегодня посоветовали вам, во-первых, конечно же, провести время с семьей, потому что впереди у нас Международный день семьи. Также посетите обязательно Государственный театр оперы и балета и посмотрите интерактивную оперу вместе со своими детишками. Очень интересный проект. Не забудьте о том, что время подснежников в самом разгаре. Восхититесь этой красотой. Ну и, конечно, приготовьте, возможно, те самые панкейки в субботу и воскресенье утром. Да, ну и, конечно, мы желаем вам всего самого наилучшего, доброго утра, хорошего дня. Ну и, конечно, не забывайте, что впереди замечательные выходные, можно отдохнуть со своими близкими. Ну а по традиции пятничный эфир мы завершаем на музыкальной ноте. Песня Алены Дегтяревой «Мелодия души». Мелодия души. Это мелодия души. Послушай, как музыка играет в моем сердце, через колонки в твои уши эти килогерцы. Не проходите мимо, тут индикасатива. Жить не забудешь красиво, согласись, как это мило. И пока солнце светит в небе яркими лучами, мы продолжаем разговаривать с вами стихами. Шли к этому уже давно, мы целыми годами читаем рэп, пока качаете вы головами. Мы голос улиц, свобода слова. Эта дорога приведет туда, где победит наша природа. Рэп не ради денег и не ради моды. К тому же эта мода переменчивее погоды. Кровь, как будто мелодия льется по моим венам. Хип-хоп заполняет своим ритмом эти стены. Наши дети после нас продолжат эту тему. Мы раскачаем вместе по-любому эту сцену. Мелодия
души у тебя внутри. Эй, на этот мир другими глазами посмотри. Так интересно, что нас ждет там впереди. Все будет хорошо, я знаю, как ни крути. Впереди меня ждет новый день. Ае, я все выше, с каждым днем все выше, еще на одну ступень. Делай тише, здесь музыка не будет лишней. Не забывай о том, мы наведем тут жесткий кипиш. И пока солнце в небе светит яркими лучами, читаем рэп, пока качаете вы головами. Через колонки в твои уши эти килогерцы. Послушай, как музыка играет в моем сердце. И каждой новой день мы ищем себя, пишем слова, выпуская дым. Будто облака, загадывая желание, когда в небе летит звезда. Заранее никто не знает. Сбудется ли та мечта? Люди в соцсетях, запутаны в проводах, зациклены в новостях, закрыты все на замках, забыты, жизнь коротка. Но музыка живет в наших голосах. Укажет путь нам небеса. Люди в соцсетях, запутаны в проводах, зациклены в новостях, закрыты все на замках, забыты, жизнь коротка. Но музыка живет в наших голосах. Укажет путь нам небеса. И пока солнце в небе светит яркими лучами, пока качаете вы головами, через колонки в твои уши эти килогерцы. Послушай, как музыка играет в моем сердце. Это мелодия души. Мелодия души у тебя внутри. Спасибо. Мелодия души.